У нас в Абхазии 50-55 организаций так называемых русских соотечественников. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Вот. Об этом, в принципе, мы и говорили буквально, как вы говорите, 5 минут назад, это было минут 15 назад, но все-таки. Значит, что касается помощи, нам никогда не помогало ни посольство, ни Россотрудничество. Как бы мы никак не соприкасаемся. У нас ряд общественных организаций, которые входят в наш альянс, и простые люди. А люди эти, я сейчас перечислю, ветераны Крыма, ветераны Донбасса, волонтеры, герои-волонтеры и многие другие. Это не мясо, как считает Россотрудничество и посольство. Это люди. Простите, что я сказал, назвал Россотрудничество и посольство, но так оно и есть. Ведь они плодят организации, это опять-таки мое мнение, в которых по 2-3 человека. Эти организации типа избирают себе руководителей и типа они считаются русским миром на территории Абхазии. Это все ложь. Никакого русского мира нет. Там пахнет русским цирком. Например, возьмем КСОРС-1. Что такое КСОРС-1? Я вам хочу пояснить, поэтому, в принципе, мы сегодня встретились, у вас там ряд вопросов, я понимаю. КСОРС-1 – это организация, которая создавалась при первом после Российской Федерации. Когда-то господин Страничкин, через моего кума, не буду называть имя, попросил меня не встревать в эту тему, типа мы создадим, мы оформим, а потом как бы вас тоже позовем. На самом деле, меня не то, что никто не позвал, нас туда не взяли, в этот КСОРС, но я думал, что будет что-то интересное, наконец-то русских объединят. Это все цирк. Это все бутафория. Бутафория, создаваемая структурами. Структурами, ну, раз они от Российской Федерации себя считают, то структурами Российской Федерации. То есть создали первый КСОРС, побегали с шариками, создали второй КСОРС, бегают с шариками. Скоро будет возвращение, наверное, к первому КСОРСу, как я читал недавно статью Попова и Никитченко. Вот. Наверное, будет третий КСОРС. Вот. Либо 4-й, 5-й, 10-й. То есть, делей властвует. Что это такое? Люди берут, создают эту псевдоорганизацию, кто-то хлопает в ладоши и говорит, наконец-то они вместе. На самом деле никого вместе нет. Есть Калягина, Юрченко, Шмурченко, Мурченко и все остальное. То есть, берут циркового клоуна с хорошей мордой, вот как на Украине, да? Пишут ему диктантик, и он говорит, все. Ничего больше в этом серьезного нет. То есть мы работаем, нашу работу видно. Ведь с нами не сядут за стол. Я с Юрченко, например, за стол не сяду. Кто он такой? Руководитель КСОРС? Какого КСОРС? Кто входит в этот КСОРС? Чем занимается этот СОС? Никто не знает, понимаете? То есть взаимоотношения с посольством. Ну какое взаимоотношение? За все эти годы нам не помогло посольство ни разу. То есть, ну пригласили нас один раз на банкет. Ну, поели мы там по бутерброду на фуршете, ну извините, можем заплатить за этот фуршет, конечно же, но ведь должна быть и совесть, должна быть простая, банальная человеческая совесть. Вы понимаете, вот, например, в 2016 году, если память меня не отшибает, не ошибаюсь я на данный момент, если я ошибаюсь, то простите меня, здесь в интернете, значит, нас пригласил Рауль Джумкович, собрал все как бы русские типа организации, и решил поговорить. Туда пришел первый посол. Значит, туда пришли так называемые СОСы республики и все остальные. Значит, все побежали быстренько садиться ближе к президенту, а я сел просто в зале во второй ряд и решил посмотреть на всю эту чушь. Был я на тот момент одет в казачьей справе, то бишь в черкеске, национальной одежде казака. Ну, наблюдая за этим всем цирком, как кукушка хватила петуха, петух хвалил кукушку, я решил им объяснить, что так не живут. Мы живем во время войны. Пировать во время чумы нельзя. Это был 16-й год. Это еще Донбасс горел. Он горел все годы. 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й. И всегда мы были вместе с Донбассом. Никогда нам по указке скажут, быть с ним или не быть. А мы были, есть и будем с Донбассом. Вот. На что я сказал, что, ребята, вот плохая ситуация, давайте вместе, давайте. На что был смех определенный, да вы к нам там не обращались. Вы не поверите, я взял обращения, с которыми пришел, и положил каждому на стол.
каждому на стол из этих руководителей. Когда план их по, извините, обсиранию Мироненко и его команды просто обломался, посол со злым лицом, чуть ли не с пеной у рта, заявил: кто ты такой, представься. Зная меня, он заявил: кто ты такой, представься. Это было очень унизительно с его стороны, но это его минус, это его косяк, как говорится. Я развернулся, не нахамив данному персонажу, я просто взял бумагу, адресованную послу, в 2014 году принес и сказал: все эти бумаги зарегистрированы, они у меня есть. А это было, уважаемый, вам адресовано. И положил ему на стол. На что Рауль Джонкович ответил: у Мироненко есть свои заслуги. Спасибо ему за это, Рауль Джонковичу. Так оно и было. То есть идет диктовка с посольства. Я это знаю изнутри. Я был в команде Хаджимба. Я знаю изнутри, что идет диктовка, что этих русских мы хотим видеть, а этих русских мы не хотим видеть. Это идет с Россотрудничества. Этим нужно заниматься. Пир во время чумы кончился. Я очень уважаю свою страну. Я очень уважаю Владимира Путина. Но то, что творится сегодня, оно неприемлемо. Оно неприемлемо ни для кого. Когда мне говорят, что вы должны работать с КСОРСом, или вы должны быть в КСОРСе, только тогда мы с вами будем общаться и работать. Это очень плохо. Мы не будем ни с каким СОСом, не сидеть ни за каким столом. Пировать во время чумы мы не будем. Да, вы находитесь в штабе помощи Донбассу. Мы не будем больше подчиняться персонажам, которые нам указывают и перекрывают нам границы. Не хочу называть имен, но нам говорилось: вот вы сделаете так, иначе вам перекроют границу, и вы не сможете переехать на территорию Российской Федерации. То бишь, вы не сможете провести помощь для детей и стариков. Это куда? Это приемлемо? Это негодяи. Я бы хотел, чтобы спецслужбы с этим разобрались. Имена людей, в принципе, кто это говорил, я знаю. Вот. Опять-таки, то, что я сейчас сказал, это мое мнение. Не мы должны бегать за послом, за главой Россотрудничества, а они должны прийти к нам в штаб и сказать: ребят, а какие вы молодцы. Я же не один, Мироненко не устраивает, ради бога. Есть куча замов. Они должны прийти и спросить: уважаемые, а у вас такая работа ведется. А почему? Почему вы, вот как, вас никто не финансирует? Мы проверяем. Вас не финансирует государство, если они такие чиновники порядочные. А тут нет такого. Они просто тупо навязывают свое. Когда приехал сюда глава Россотрудничества, это уже про Россотрудничество в общем, да, я вообще в целом о них обоих говорю. Посла мы не знаем нынешнего, но надеемся, что познакомимся. Когда приехал глава Россотрудничества, мы пришли к нему, господин Федотов. Когда мы стали с ним общаться на тему того, чем мы занимаемся, данный персонаж, приехав в нашу страну, не зная ничего о нашей стране, сказал: ну не вы одни этим занимаетесь. То есть оказываете помощь. На что ему было отвечено: нет, родной, мы одни. Единовременно, возможно, кто-то помог. Я от них слышу такие вещи: почему должны прийти к вам, почему не сами? Не вопрос. Пусть сделали сами бы. Тогда, когда их просили. Их просили: делайте, помогайте, разницы нет, берите машины, езжайте, помогайте. Никто же этого не делал. Это ж надо сделать было в 22-23 году, да? Когда вся Россия туда повезла. Когда ДНР и ЛНР в составе России, сейчас им надо помогать. Им нужна была помощь тогда, когда они были в блокаде. Когда шмонали таможенники, вверх дном переворачивали машины. Когда была государственная граница с этим ДНР, вот тогда нужна была помощь. Ну почему же вы тогда не сказали, почему мы должны прийти там к вам в единый штаб, мы сами хотим помочь, и не повезли? Почему этого порыва не было, или тогда дети не были голодны? Да были тогда дети голодны, тогда люди нуждались. У них не было никаких пособий, были минимальные пособия. И что? Где были эти люди, где были эти негодяи? Так называемые руководители. Мы недавно были у зама посла или помощник посла, как его там называют, я не знаю, с уважением отношусь, но мы сказали им:
Пусть каждый из них соберет людей в зале. Дай им месяц. Каждый из руководителей организации пусть соберет людей. На что мне сказали, что такое невозможно. Естественно, невозможно. Если они соберут 100 человек, поверьте мне, я соберу 300 за сутки. Это будет нормально, потому что у нас очень много волонтеров, людей, которые любят Россию. Я ходил за Россию в Крым, я ходил за Россию на Донбасс и по сей день помогаю Донбассу, не получая зарплаты от Минобороны. Мы никто ничего никогда не получали, но нам больно за вот это отношение, скотское отношение к людям. Еще раз повторяю, единый штаб это не Мироненко. Поверьте мне, это не Мироненко. Это люди, которые в разное время приходят, теряют свое время, помогают штабу. Это добровольцы, которые идут на фронт. Это не Мироненко. Это единый штаб. Вот это единый штаб, где я сейчас нахожусь. У нас два офиса. Один находится на территории, Черноморского казачьего войска, это здание суда городского, один в батальоне Горец. Я бы хотел сказать, что штаб вне политики. Мы каждый имеем свое мнение по поводу власти, предыдущей, по поводу нынешней, и будем иметь свое мнение по поводу будущей власти. Но помощь людям, она вне политики. И не надо нас делить на лагеря. Я бы это хотел уже сказать нашим чиновникам. Что-то слышим, что этот штаб, он там оппозиционный. Вот как вы нам принесли, уважаемые политики, что-либо, так и оппозиционные лидеры нам принесли в штаб. Никто ничего не нес. Несут простые люди. А мы это доставляем. Доставка тоже стоит больших средств. Спасибо нашим людям за это. Огромное спасибо. Именно за то, что они не остаются в стороне. Еще раз повторюсь, нам никогда не помогало никакое правительство. Ни наше, ни российское. Но мы будем дальше продолжать помогать нашим гражданам. А тем, про кого мы сейчас говорили, я бы дал совет. Обратную связь с народом наладить и с людьми простыми. Простыми людьми, которые входят в наш штаб. Штаб это не Мироненко. Штаб это огромное количество людей. А вам спасибо за то, что